Аймиконский район многонационален. Здесь живут и работают люди более 60 национальностей и народностей. Но якутский национальный праздник Исах проводится, как правило, в сельских поселениях. В Уснере испокон веку в знак признательности и уважения работникам золотодобывающих предприятий праздновали День металлурга. В этом году было решено отметить День России проведением в райцентре Исаха дружбы и единения и посвятить его 105-й годовщине со дня образования Аймиконского района. Исах – самый долгожданный и любимый всеми якутами праздник, олицетворяющий начало нового жизненного цикла, пробуждение природы, начало лета. По установленной с незапамятных времен традиции предков украсили мы с утра соломой разноцветной, душой переполненной радостью. Чумпурум, иккирен ақуға қытыдан істесерге қалан. Бол бойум. Туна ойкубаян айкырсилик чеген теплик растыннан көсүер үтөкүнү үйөктү. Ал силе аксагала айкырык силик айылгала халыкка тикеткен ан едойду. Ан дойду мичте арлачылыгы котну сирин дойду мичлере кабаргы сиркеттере улукжаста көмүшке санала котну жидден. Алу димичте бурди бутык жагалла жубаде сүтче каламан салычан чик хатан темире тойле кемгонне. Беттак көрүнгөн күлүмаллай, аттак көрүнгөн мишгаллай. Айылга бутык кетине даргачылак болот бутыгар, көк бутнан сүт бүтнен өрөгө төгүлүгөн, кихи болан килбейген сака болан самдарыгын. Айкал! Уруй туско! Уруй туско! 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 Я не старик, что ли? С молодежью нашей о будущем моля, мы цех устроили. С младшим поколением в круге стоят, Ульге основали.
Слово «эсэх» дословно переводится как «изобилие». И действительно, в этот день все было в изобилии. Жители надели лучшие наряды, приготовили самые вкусные угощения. На сцену выходят самые лучшие самодеятельные артисты, хомусисты и танцоры. В поселке Уснера проходит большой эсэх, эсэх дружбы и единения. И мы, делегация села Терють, приехали принять в ней активное участие. Среди наших участников есть конкурсантка на национальные блюда. У нас несколько мастериц принимают участие в конкурсе выставки «Эбюгемкарете». Также у нас есть участница, которая будет принимать участие в конкурсе «Длинная коса». А также у нас есть несколько спортсменов, и дети, и взрослые. И я очень надеюсь, что мы сегодня приехали не зря, и что мы отсюда уедем с грамотами, с призами, с хорошим настроением, чего и другим желаем. Хозяева праздника постарались. На месте проведения в Уснерском стадионе установлены тюсселге по количеству делегаций, продуманы фотозоны. Кстати, самая популярная фотозона администрации поселка. Здесь фотографировались почти все. Мы угощаем наших гостей традиционными национальными блюдами, якутской блюдой, русской кухней вообще, всем, что есть. Много у вас гостей? Ну, почти весь поселок, включая гостей. Что вы вообще думаете о празднике? Ну, День единения, вот провести национальный праздник эсэх, это, с одной стороны, очень ответственно и очень кропотливая работа по подготовке, потому что надо учесть все традиционные виды культуры нашей необъятной России, потому что как многонациональная Россия мы должны учесть все традиции, чтить все культуры. Как вам погода, если вдруг дождик, это хорошая примета или нет? Ну, по суеверию вот, культуры Якутии, да, в день празднования эсэха, если пойдет дождь, то это благосклонности. Каждый праздник традиционно организуются выставки прикладного искусства. В районе много мастериц. Марию Винокурову, воспитателя детского сада села Учугей, знают многие. Вот ее работы. Посмотрите, какие куклы. А у мастерицы много последователей. Здесь я принесла вот украшения женские, куклы и панно из конской шерсти. Ага. Вот. Куклы вот эти театральные. Ага, они вот шевелятся, там руки, ноги. Ага, и вот из ваты это декоративные, цисхан с харчаной. Венские украшения женские, и вот тюксимера называется, якутское украшение. Я работала воспитателем в детском саду, и эти куклы для дошкольников, для кукольного театра сделала. Ага. Много подходит, смотрит? Много. А вам какое-то изделие нравится больше? Вот что вы любите больше делать? Вот у меня новая работа из шерсти, конской шерсти. Вот она затягивает, и рисунок появляется, и от этого удовольствие повышается. Зрители на трибунах приветствовали самодеятельных артистов. Даже когда неожиданно налетела гроза с дождем и градом, они продолжали свое выступление, промокшие, но не покинувшие сцену. Отрадно, что вот сегодня, в День России, в День
нашего великой страны в Уснере проводится в виде национального праздника ЭСЭХ. Это здесь большая роль главы Уснеры Виктории Николаевны Пономарчук. Мне сказали, что давно такого праздника не было, народ не собирался. Собрались все общины, все люди из ближайших всех населенных пунктов. Самое главное, действительно сегодня происходит единение всех людей и в гармонии с природой во имя созидания и светлого будущего. По поводу гармонии с природой, если сейчас дождь пойдет, это какая примета? Хорошая. Очень хорошая примета, потому что Алгашид же говорит именно для того, чтобы было благодатное лето, а именно в это время должен идти дождь, чтобы трава росла, коровы паслись, и чтобы все зеленело, и природа наполнялась благополучием. И никого эта гроза не напугала, даже мальчишек, пришедших помериться силами в борьбе Хапсагай. Представители делегаций каждого наслега принимали участие во всех проводимых соревнованиях, конкурсах и состязаниях. Какой же без этого ЭСЭХ? Основная задача хозяев праздника – хорошенько накормить гостей. И здесь на помощь хозяйкам Тюсюлге пришли индивидуальные предприниматели. Угощения были на любой вкус. По общему мнению, праздник удался. Победители спортивных соревнований получили заслуженные награды. Победительницы конкурсов – подарки и аплодисменты зрителей. А народ отлично, с хорошим настроением проведенный день. Мы обратили внимание на активно принимавшую участие во всем молодежь и порадовались. Пришло их время. Ой, настроение очень замечательное, все так организовано, столько много народу. Наконец-то в нашем административном центре поселок Уснера сделали такой не праздник, да, не хуже других, очень сплоченная. Из нас получилась команда, замечательный концерт. Детям все очень понравилось, харчевня. Все очень красиво украсили свои палатки, места, да, для отдыха. Очень замечательно. Почаще бы такие праздники, которые сплочают наш народ в такое время.